Город Назрань в 2020 году отметил свое 239-летие. Он был основан в 1781 году. Здесь происходили многие исторические события. Впервые в официальном документе Назрань упоминается 5 июня 1810 года. 22 августа того же года во Владикавказе представители 6 родов, проживавших в Назрани, подписали акт о вступлении Назрановского общества «Российское подданство», а осенью был заложен Назрановский редут. В 1817, в 32 и 42 годах крепость перестраивалась и укреплялась. В 1868 году учреждено было первое в Ингушетии светское учебное заведение. История города в фотографиях, документах и монографиях представлена и на выставке «Музей краеведения» имени Тугана Мальсакова. В экспозиции представлено много материалов, касающихся истории города, становления его как центра Республики Ингушетия и современных промышленных объектов, которые, к сожалению, по истечении времени потеряли свое былое значение. Одним из таких промышленных предприятий долгие годы оставался завод «Электроинструмент». Его построили, когда Назрань была поселком городского типа, а вместо домов и соцобъектов здесь был пустырь. Со временем завод обеспечил рабочими местами до 1500 человек, а страну на 25% электросверлилками. Один из главных промышленных объектов, который, к сожалению, на данный момент не работает, это, конечно, завод «Электроинструмент», на котором трудилось не одно поколение наших рабочих, который является центром трудовой деятельности нашей республики, чья продукция поставлялась в 33 страны мира. Это, конечно, не только страны социалистического лагеря, но и другие страны, потому как завод «Электроинструмент» был одним из 4 заводов электроинструментов по всей территории Советского Союза. Вы, наверное, не задумывались, почему местный Назрановский рынок называют фабрикой. Так вот, в советское время здесь располагалась знаменитая трикотажная фабрика, которую сейчас мы можем видеть только на фотографиях, как и многие другие промышленные объекты того времени. Это почтамт, главпочтамт, мельзавод, дворец культуры, дом культуры, который обновился. Фотография нашего фасада нашего музея и внутри. В 1973 году наш музей наравне с районной администрацией является одним из самых старых действующих зданий в современном городе. В 1929 году это здание было введено в эксплуатацию. Город был знаменит не только промышленными предприятиями, но и историческими памятниками, одним из которых является Назрановская крепость. О ней писали журналисты в своих газетных статьях, ученые в монографиях. Много материалов есть и на выставке. Есть исторические сведения о том, что город Назрань был награжден почетным Георгиевским знаменем за отражение атаки отрядов имама Шамиля в 1841 году. Это знамя было символом города на протяжении нескольких десятилетий, 1,5 столетия, можно так сказать, до распада Российской империи и основания СССР. Сегодня железнодорожная станция в Назрани оснащена по последнему слову техники, и в поездах созданы комфортные условия для пассажиров. А когда-то все было по-другому, примерно вот так. Эта экспозиция дополнена живыми экспонатами в виде рабочего стола и стула первого начальника Назрановской ЖД-станции. Также колокол с этой станции является украшением нашей экспозиции, потому как колокол свидетельствует о том, что эта станция работала и более 100 лет она функционировала, была центром всей Ингушетии, которая связывала нас с остальным миром. О городе можно рассказать много. Это и водяная мельница в Гамурзиево, и первые мечети, и труды ученых, которые посвящены Назрани. Любые изменения в городе – это, конечно, хорошо, но город не должен забывать о своих исторических корнях, которые мы пытаемся продемонстрировать в этой выставке. Очень много фотографий представлено в 1995 году. Это материалы. В частности, есть и ветряная мельница в сельском поселении Гамурзиево, а ныне это Гамурзиевский автономный округ. Эта мельница стоит до сих пор как памятник архитектуры, памятник нашему трудовому долгу,
Ингуши никогда не боялись труда, мы работали и в полях, мы возводили башни, мы являемся олицетворением трудовых традиций, которые мы должны продолжать и дальше. На выставке представлено много документов и фотографий о городе, каким он остался в истории. Ознакомившись с экспозицией выставки, посетители могут узнать для себя много нового о Назрани. Продлится она до 1 ноября.